Салам Маршаду Джамбаз Валайдович. Академия наук принимает активное участие практически во всех сферах общественно-политической жизни Чеченской Республики. Есть большие успехи в изучении истории, культуры чеченского языка, а также организация научных форумов и конференций. Джамбаз Валайдович, хочу услышать от вас доклад о проделанной работе и планах на ближайшее время. Уважаемый Рамзан Ахматович, благодаря вашей поддержке, благодаря вашему руководству, нам удалось практически по всем значимым музеям и архивам пройти и собрать огромное количество документов, которые в том числе мы переводили с иностранных языков. Благодаря этому мы выпустили первый сборник документов «Шейх Мансур», первый имам Кавказа. И работа эта была проведена совместно с депутатом Государственной Думы Адамом Султановичем Делимхановым. Наряду с этим есть другая, не менее интересная личность. Это Алибек Хаджи Зандакский. По большой книге о шейх Мансуре, подарочный сувенирный вариант, который будет фондом главы Чеченской Республики, к этому у нас полностью весь оригинал, макет готов. Все документы, которые вы сейчас видите, с соответствующими комментариями, будут изложены в этой большой книге. Что касается языка, мы для этого собрали более 40 самых больших ведущих научных светил в области языка. Мы приняли соответствующую резолюцию о том, что на самом деле чем является чеченский язык и, чем он примечательный и чем он интересен для нас. Дело в том, что там были специалисты из Ирана, Турции, Соединенных Штатов Америки. Сам Бомхард был с нами на связи, американский специалист. Джан Пауло Фурнье и многие-многие другие, которые занимаются языковедением, особенно по Кавказу. Так вот, они провели определенные исследования и пришли к выводу о том, что чеченский язык – это язык, на котором опираются сегодня все известные нам переднеазиатские, это хуритская, это урартская и так далее, на цивилизации, на основе этой цивилизации Хуалбер-Буваймот. То есть его происхождение имеет тысячи и тысячи лет назад. Вопрос закрыт. Чеченский язык – это древнейший язык на Кавказе. К вопросу шейха Мансура. И в Википедии, на что вы обратили мое внимание, мне сказали, почему тут написано, что якобы чеченский народ платил дань аварскому хану, Умахану Великому. Это был провокационный вброс, к которому народы Дагестана не имеют никакого отношения. Народы Дагестана были, есть и остаются нашими братьями. Что доказало письмо, которое было вам вручено Слуцким Леонидом Эдуардовичем, Умахана Великого, к своему брату и первому имаму Кавказа, шейху Мансуру Ушурме Алдынскому, что он его имам, что он готов выполнять его приказы. И выполняя эти приказы, и эти документы у нас тоже есть, он отправил большое войско на помощь шейху Мансуру в 1785 году при взятии Кизлярской крепости. Поэтому они были всегда братья. Чеченцы, аварцы, даргинцы, лезгины и другие народы. Это была единая кавказская общность, которая не делила, кто ты по национальности. И первым имамом Кавказа был шейх Мансур. Еще на одну загадочную личность, которую вы мне поручили изучить. Это был Александр Николаевич Чеченский. В Википедии о нем написана полная чушь. Она не соответствует действительности. Мы изучили, кто он был. Это мальчик, которого звали Алхазур. Генеральный прокурор правительствующего сената граф Александр Николаевич Самойлов его усыновил. Его племянником этого Самойлова был как раз Николай Николаевич Раевский. И это первый чеченец, который стал генералом действующей армии, боевым генералом, который заслужил право наследного дворянства своей кровью и своим оружием. И мы нашли все подходящие документы, кто он по национальности и, кем он себя считает. Вы давали поручение изучать чеченскую одежду, чеченское оружие. Вот в этом издании, автором которого является непосредственно Иса Асхабов, который в научном мире культуры считается одним из лучших специалистов по оружию, здесь собрано практически все виды именно чеченского оружия. Делимханов Адам Завод, Яша, КГБ. Благодаря взаимодействию Академии наук Чеченской и Российской Академии наук мы сделали некоторые очень глубинные открытия. Это я говорю как ученый. Были раскопки. Что показали нам эти раскопки? В различных местах нашей республики
добывалась железная руда и делалась плавильня. Значит, очень активная была жизнь, причем это была оседлая жизнь, это была не жизнь кочевников. И, наконец, мы наткнулись на майкопскую культуру, это около селения Майртуп, которая существовала 7000 лет тому назад. Мы это задокументировали. Современные российские ученые с участием нашей Академии наук, а в частности директор археологического центра Султан Исаев и Азамат Ахмаров, наши археологи, принимали непосредственное участие. Я бы походатайствовал бы даже их наградить, Рамзан Ахматович, если можно, потому что они героически трудились. И на перспективу мы заключили договора с ведущими вузами. Один из них МФТИ по БПЛА. Более того, мы на базе Академии сейчас ведем переговоры о генетических исследованиях на территории Чеченской Республики. Ну и последнее постановление Президиума Академии наук Чеченской Республики о награждении вас золотой медалью за вклад в развитие науки Чеченской Республики от имени нашей Академии за номером 001.